по поводу Комитета Республики Беларусь. Так, общий план, там в списках освобождений есть 2 человека, так, которые Васильцов и Дмитрий Васильцов, сын клона, обвинил в том, что террористическая группировка, так. Объясняю ситуацию, так. Я действующий зам, второй заместитель ООН, штаб-квартиры Брюсселя. Так, дальше. Объясняю ситуацию для комитета. Так, если подам официальную структуру, то Министерство иностранных дел Республики Беларусь по этому будут лишены дипломатических прав, то есть пострадаете вы сами. Во избежание таких некорректных вопросов было решено таким манером сделано, чтобы вы, белорусы, в первую очередь пострадаете. Ну, пострадали бы, так, если мы поступили не так, или поступила правильно. Объясняю ситуацию, так. Поездка Мелани в Японию, так, отметка тайминга, были и не успели передать мне документацию, эту корреспонденцию. Передали президентам Республики Беларусь, как я нахожусь на Гомельщине. Так. Этот конверт, у меня же тоже спецслужбы есть, ребята. Везеушки. У меня же Интерпол под жопой, блядь. Я тут, блядь, бог и царь, блядь. Я там Сириус, блядь. Не то, что Сириус, блядь, а то, что от моих присутствий, ребят, блядь, зловонные звуки неопределенные в госструктурах появляются. С этим смыслом. Ладно, смех смехом. Продолжу про ребят этих. Я ходатайствую отпустить ребят. С пониманием там понять и простить. Потому что Васильцов тогда вскрыл в самолете с криками, что я подставный, мою корреспонденцию, и она оказалась у Смолявичах, почему-то у сына клона. А это ООНовская документация была. То есть документация исчезла. То есть где Васильцов, где это самое, по приказу Келли, данные ребята просто на подхвате там через кого-то, чтобы и не задействовать официальные структуры, потому что будут последствия, ну, то есть в формате, и отправила людей забрать документы, корреспонденцию. Это не был налет, потому что вот нюанс, вот комитет для сравнения, для сравнения, вот, для подтверждения данных, что вот Васильцов скрыл ООНовскую почту с криками «это подставной, я лучше знаю», и поэта сыну скинул, блядь. То есть объясните Васильцову, объясните это самое, я действующий там, что Михаил Евгеньевич, действующий зам ООН, нахожусь на территории Беларуси, работаю дистанционно, так и так, что консульская почта и корреспонденцию тоже получаю. И это ООН, это не ЕС, объясните. И в драках между противостояниями Украины, там, коалиции мы не участвуем, мы ООН. Это другая структура, выше стоят. Мы только растягиваем пока по углах. Так, чему я говорю в случае драки, если получается, блядь. Так, к чему говорю об этой истории, то вот этих 2 ребят выпускают в ближайшую амнистию. Потому что такая вот история не стандартная. Так, дальше. По поводу Юры, заместителя МИДа Республики Беларусь. Так, внимательный. Формат в таком, что актуальной агрессии лично мне нету к себе. Так, ну, по служебным полномочиям, по Киева, ну, по наследству 25-го года. Так, но в формате таком, что ты не своими руками это делал, так?
Вот я хочу вопрос. Почему вот ты понял теперь, почему ко мне, от меня агрессия к тебе? Да, какого мои, блядь, делают в Смолявичах, блядь? Мы договаривались о камнях. Вы продадите там как за камни, за драгоценности, за это продадите. Ну, пункт, личные вещи там были указаны. Личные вещи мои. Личные вещи это надо было отдать. Ну, а вы все, блядь, заграбли и это самое. Ладно, хер с ним. С этой неразберихой, что на кону было, и это самое, что было уплачено за Киев, за эту, напоминаю, что Киево-Печорской лавры там договора не было указано в моем соглашении между этим. Было указано семинария Чернигова, потому что Киево-Печора это Киево-Печора, это РПЦ решает в общем плане. Я ходатайствовал тогда вместе с Кириллом на общество, сейчас расскажу, на то время ходатайствовал тогда заявление общего плана на центральную, у Палестину туда, где их на это самое, главы их на этом сидят, бородачего в этих расах, так, по поводу Киева Печоры, так, но опять же, тут деньги, а у меня своих денег особо тоже нема тратить. Я последние деньги отдал за Черниговскую епархию. Мне было важно там семинары, заступиться за семинарию, потому что там из детей-сирот, приютов у Черниговской епархии, на территории Чернигова, в монастырском этом самом ассамблеи, то есть в этом была детский приют из деток-сироток, и они делали воспитанников, давая им с детства образование. Все знают, что семинаристы данные этой очень равноценно он как моя Келли, два бакалавра, второй степени, а то и третий. То есть уровень образования данной семинары очень это. Вот я расскажу сообщественников, почему вот ракета, знаю ракетчицу из Украины. Так, у этом у колхозах, там, які під Черніговом, вона там, это самое, двое вроде бы, два человека окончили эту семинару. Один из них сирота, один учился на общих, там, с каких-то монастырских, и это, и работают себе на управлении колхозами, и она очень ими довольна. Двое вроде бы там, насколько я знаю. Это с этой, то есть, то есть ребята, которые образованы в их в общем плане. Так, что я еще хотел сказать по этой истории. В формате таком на Юру за что-то этого нема его. Но дело в том, что вот это вот кричить Васильцову, что мы продвинем Юру на пост. Да как вы, блядь, вы наоборот ему сами портите, блядь, служебную эту своим выходками. Поэтому вот этот нюанс сгладили как могли. Вот этой вот ребятами, которые в Смолявичах ездили забирать документы, почту, корреспонденцию в ООН, блядь, которую Васильцов присвоил, блядь, с криками и до сих пор по этой рамке кричить. Дальше, что я еще хотел? В Осаке Васильцов и сын клона видели мое удостоверение клона. Тоже Васильцов хотел бегать. Я и это, подставные, я. Ну, тоже так и цирк, блядь. Устраивать это Ширли-Мырли, блядь. В формате. Дело в том, что тут одно понятие простить, а тут Брюссель, он к ответственности призывает. И мне за такие, и, как говорится, выворачивать это еще историю потехи, шуточную форму, чревато последствий тоже. Это один раз, второй раз, а потом предъявить и по формату.
То есть, ребята, сворачивайте, просил культурно, чтобы не это самое, Васильцова и все остальные.